Зовут меня Андрей Сильнов, я олимпийский чемпион по прыжкам в высоту. Я в 2006 году выиграл чемпионат Европы, который проходил в Швеции и в Стокгольме. Потом в 2008 году я выиграл Олимпийские игры, которые проходили в Пекине. Что касается моей физической подготовки, я делаю все для того, чтобы тело развивалось, скажем так, одинаково. И ноги, и руки. Чем хороша легкая атлетика, то что в легкой атлетике развиваются все группы мышц. Это и верхний плечевой пояс, и пресс, и ноги, и работает абсолютно все части тела. Тело развивается все, скажем, гармонично, можно сказать так. Что касается моей физической нагрузки, я делаю в зависимости от сезона, смотря какая проходит у нас подготовка, смотря к чему мы готовимся, и в зависимости от этого мы уже строим свой тренировочный план. Прежде чем начать тренировку, нужно начинать все с бега. Перед бегом не обязательно нужно разогреваться, нужно просто-напросто бегать 5-6 минут, около километра, чтобы разогреть мышцы. Вот здесь сделаны все условия для того, чтобы это можно было сделать. Здесь есть и тропа здоровья, по которой можно это делать. Прежде всего нужно размяться, и можно даже на беговой дорожке это сделать, можно сделать это на стадионе или там, где есть возможность. После того, как ты побегал, нужно сделать растяжку. Обязательно нужно растянуть мышцы, потому что мышцы перед тренировкой нужно обязательно растянуть, чтобы мышца стала эластичной, чтобы не получить травму. Это очень два основных таких занятия, которые необходимо просто делать перед самой основной тренировкой. Есть у нас в легкой есть специальные упражнения. Это и высокое поднимание бедра, где включается и икроножная мышца, и мышцы бедра. То есть нужно держать ровно спину, включаются ноги, стопа. Это первое. Есть упражнения с ноги на ногу, которые работают на проталкивание, это нам помогает в беге, для разбега, это специальное упражнение. Скачки на одной ноге, затем упражнения, выходы на одну ногу, чередуем с одной ноги на другую, выходы. Это что касается специальных упражнений. Что касается каких-то силовых упражнений, я уже говорил ранее, что для определенного периода времени, для определенной подготовки мы делаем и штангу, делаем очень большую штангу, очень большие веса, и подключаем потом в процессе тренировки, уже подключаем и прыжки в длину, и очень много беговых упражнений, также бегаем и на выносливость, бегаем на кросс, бегаем на короткий спринт, это 60-100 метров, 200 метров. В штанге мы подключаем именно взрывную силу, это и рывки, и толчки, это тоже немножко корреляция идет именно с тяжелой атлетикой. Это тоже необходимо нам для взрыва, чтобы прыгнуть выше, это необходимо. В принципе, как и для любого другого человека, если человек хочет добиться каких-то определенных результатов, даже в общем физическом развитии, нужно эти упражнения обязательно подключать. Но есть такое, на мой взгляд, ошибочное мнение, что подключается, сегодня, допустим, работаем над одной группой мышц, допустим, верхним плечевым поясом, а завтра работаем на ноги. Я считаю, это неправильно, потому что работа делается впустую. То есть, если ты пришел в тренировку, ты лучше сделай часть сегодня, сделай часть на верхний плечевой пояс, сделай на пресс, сделай на ноги. Завтра можно повторить тренировку, подключить какие-то другие упражнения. То есть, однозначно сделать всю группу мышц. И делать подходы нужно обязательно сделал определенное количество раз, независимо от чего делать, штангу, пробежал, восстановилось дыхание, делаешь еще раз, а не отдыхать 10-15 минут, пока весь эффект от работы тогда пропадает в этом случае. То есть ты должен сделал подход, восстановилось дыхание, делай второй подход. В зависимости уже от количества подходов, ты уже должен это делать, координировать либо с тренером, либо по своему самочувствию. То есть здесь зависит от каждого человека по-своему это происходит. В чем заключается сила, это скорость сокращения мышц. Если, допустим, я худой, все говорят, ты стройный какой-то такой но по силе мы не уступаем, допустим, таким большим тяжеловесам, которые, допустим, жмут с такими банками. В больших мышцах не заключается сила. Сила заключается в скорости сокращения мышц. Насколько мышца сокращается.
Вот, и поэтому все порой удивляются, как мы приседаем по 200 килограмм, такие вот худые, приседаем по 200 килограмм. Это все-таки зависит опять-таки от работы, которую нужно выполнять, которую я уже сказал, вот, что между подходами не должно быть большого перерыва. Нужно периодично это все повторять, чтобы тело привыкало к работе и постепенно увеличивать нагрузку, чтобы не было такого вот момента, чисто надо работать мышцы, если хотите каких-то результатов, каких-то достичь именно для хорошего строения, убрать, допустим, жировую прослойку, нужно подключать кросс, это бегать раз в неделю, хотя бы подключать по 30 минут, 35 и потихонечку увеличить, потому что начинает активное потовыделение после 35 минут бега активного. Вот, только тогда начинается активное потовыделение, начинается сжигаться жир. Что касается выносливости, это тоже